Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Меня зовут Александра, вы на канале Таро Дома. И у меня прогноз для вас, близнецы, на май 2021 года. Мы посмотрим на 6 колодах, да, первую половину мая и вторую. Почему я беру по 2 карты? Потому что месяц все-таки большой период, да, и одна карта может не отражать, да, то есть по ней трудно будет понять. А так я четко вижу, да, начало событий и чем заканчивается. То есть тут прям иногда абсолютно разные энергии, да, вот, например, как в здоровье. И еще, смотрите, 6 колод. Почему? Потому что вот у вас четко видно, да, почему 6. Потому что у вас, смотрите, влюбленные повторились. Одинаковые позиции, да, как интересно. Туз кубков, понимаете? А если бы я взяла одну колоду, то эти карты бы уже здесь не выпали, да, а иногда вот они должны именно в этой позиции выпасть и что-то должны сказать. Поэтому вот я так, скажем так, заморачиваюсь, да, и беру 6 колод. Поэтому я не снимаю перетасовку, это много времени занимает. Оно вам как бы не интересно. Это будет смотреть. Хорошо, тогда мы приступаем, да, начинаем мы с вами с вашего состояния настроения, да. Здесь выпала карта «Влюбленные». О чем она говорит? Первое, да, о чем она говорит, это, конечно, о состоянии выбора. Вы однозначно будете находиться в состоянии выбора. Я вижу здесь подтверждение и в этой карте. То есть вы что-то будете выбирать с 1 по 15. Это, скорее всего, будет касаться работы. И еще как вариант, как она может, какое показывать состояние, это манипуляция. Вот тут цыганка, видите, гадает молодому человеку. Здесь вы – это молодой человек, да, то есть, ну, независимо, мужчина, женщина, вы близнецы, это вот вы. И вами манипулируют, понимаете, зная ваши слабые места. То есть есть кто-то, кто в этот период попытается вами манипулировать. Поэтому вот, да, будьте начеку, да, скажем так. Вот у вас здесь, возможно, с 1 по 15 состояние доверчивости может быть такое, когда кто-то будет пытаться менять ваши направления, скажем так, в сторону себя, да, то есть тут вам надо будет хорошенечко все взвешивать и не идти ни у кого на поводу. Хорошо, если мы смотрим с вами вторую, да, половину мая, здесь выпадает прекрасная карта туз кубков, особенно, да, в этой колоде она вообще такая красивая, тут ребеночка крестят. Смотрите, о чем она говорит. Ну, это однозначно вас ждет какое-то радостное событие. Я еще вижу подтверждение в работе. Здесь карта «Мир». Это точно, да, это какое-то официальное мероприятие, не знаю, какой-то ритуал, это какой-то обряд, ну, как угодно можно называть. Но это говорит о том, что вы будете признаны, да, то есть это идет признание вас обществом, да, ну или людьми, как угодно. Ну, понимаете, обряды придумали не случайно, да, вот там венчание, крещение, свадьбы, то есть это же не просто так все было придумано, не просто там кто-то захотел и стали делать. Обряд – это признание человеком, да, это когда кто-то, да, новый вступает в общество и его таким образом признают, да, вот ребенка крестят, все, и он как бы новый член общества. Молодая пара становятся мужем и женой, и они теперь признаны обществом, да, там разводятся, все, значит, они в разводе, они признаны обществом как люди в разводе. То есть это некое такое признание. Так вот, о чем эта карта говорит? Говорит она о том, что вы будете в такой ситуации, да, когда вас представят обществу, да, или я не знаю, как это сказать, то есть будет какое-то, не знаю, мероприятие, не знаю, что это будет, но вы в новом статусе предстанете перед обществом. Не знаю, понятно вам или нет, но здесь вот как-то так проиграется. Еще как пример, да, это когда, например, ребенка приводят в новую школу, переводят, и когда он заходит в класс, он же не может просто прийти, сесть, да, и учиться. Когда он заходит, его всему классу представляют, говорят, вот, смотрите, знакомьтесь, да, у нас тут новый ученик, его зовут так-то и так-то, теперь он будет с вами учиться. Вот так и у вас будет, то есть вас вот представят какому-то обществу. И по карте «Мир» я вижу, что это будет как-то связано, скорее всего, с работой, то ли, не знаю, новая работа, новый бизнес, вот где-то вас представят. В общем, тут такая у меня информация для вас интересная. Личная жизнь, да, личная жизнь. Смотрите, выпала десяточка пентаклей. Вообще карта неплохая, да, для арканов, но в этой колоде она как бы тут есть свои нюансы. О чем она здесь говорит? Ну, по этой карте ваша семья, я не говорю муж и жена, я говорю ваша семья, да, это может быть вы живете с мамой, вы живете с ребенком, подростком, вы живете с сестрой, я не знаю с кем. Ваша семья
погрязла в рутине. Отношения, похоже, развиваются как-то циклично, да, ну или вообще не могут не развиваться. И у вас здесь возникло желание сбежать из этой семьи, понимаете? То есть, может быть, сбежать от мамы, может быть, сбежать от мужа, я не знаю, может быть, от вашего ребенка, да, взрослого хочется сбежать. В общем, здесь может быть, кстати, одиночество, если вы вот одна или один живете, да, то здесь просто вот желание уже отправиться на поиски партнера, да, если вы один в квартире живете или одна. В общем, то, что происходит сейчас дома, да, вот если так подвести итог, вам надоело, да, вы хотите сбежать из этой ситуации и больше не хотите в ней находиться. Поэтому здесь вот ситуация такая будет у вас. Хорошо, если мы смотрим на вторую половину, здесь выпал туз мечей, да, тут такая вот девочка, есть леденец, очень жестоко, да, если можно так сказать. Поэтому карта показывает всегда какую-то резкость, и это вы, то есть, да, она с вами ассоциируется. Она показывает вашу резкость, вашу какую-то агрессивность, да, вашу даже где-то жестокость, понимаете. Это говорит о том, что вы, скорее всего, будете относиться к членам своей семьи, да, к своему мужу, не знаю, к своим детям, с кем вы живете, знаете, так, с сарказмом, да, язвительно. Можете делать какие-то колкости, вот, понимаете, можете даже обзывать вот по этой карте. И, конечно, как результат конфликты, скандалы. То есть, если у вас здесь не получилось, я так понимаю, убежать из семьи, да, потому что тут никуда не убежишь, в принципе, по сути, то тут уже вы настроены, знаете, так, категорично, скажем так. Вы, скажем, можно сказать, что медленно и так постепенно убиваете, да, своего партнера, партнершу или там других членов семьи своими придирками. От вас вот по этой карте может прям веять холодом вот в этот период, да. Сейчас вам может казаться, что это, да, какая-то ерунда, но вот когда придет этот период, вот, как говорится, тогда и поговорим, да. Это может быть кризис просто в отношениях, да, уже такой затяжной, то есть когда он длится уже там не один месяц. Это даже могут быть уже и расставания, в принципе. У кого-то по мечам может произойти так, что вы уже просто вот разругаетесь в пух и прах, скажем так. Если вы хотите встретить партнера, да, то есть вы вот здесь отправились, скажем так, на его поиски, то карта говорит, здесь вы настроены слишком, ну, как сказать, холодно, да, то есть вы вроде как его ищете, этого партнера, но от вас веет таким холодом, что мало кто захочет с вами знакомиться, да, то есть здесь вот немножко не то состояние. Ну, в общем, как бы с отношениями не очень будет май, но здесь вот так выпало, да. Я что вижу, то вам и говорю. Так, хорошо, переходим. Тут есть более серьезная, да, тема. Два старших аркана в работе. И очень серьезные арканы. Да, колесо фортуны и мир. Да, это такие прям вот серьезные арканы. Тут все будет по-серьезному происходить. Смотрите, что это может быть. Это однозначно, это какие-то новые возможности, это удача, это какой-то счастливый случай, да, по колесу фортуны. Это какие-то новые ресурсы у вас могут появиться, новая информация, новые люди, да, которые дадут вам или толчок, или продвижение. То есть вы сможете как-то вот получить какое-то или повышение, или расширение, да, если это у вас свое дело, свой бизнес. Причем это может быть по карте мир, да, забегая наперед, это прям вот конкретное такое расширение, это когда мы становимся, можем стать известными даже в мире, понимаете. Это, кстати, у кого-то может быть работа по призванию, да, то есть когда вы чувствуете, что это вот прям ваша, знаете, какая-то жизненная задача, миссия, да, то есть это вот прям ваша судьба, ваша работа. Вот колесо фортуны может показывать, что вы это почувствуете в этот период. Что здесь еще? Ну, иногда, конечно, она показывает, что это работа, знаете, она какая-то вот повторяющаяся, да, может быть сезонная, может быть работа с каким-то определенным ритмом, да, или когда работа 24/7, да, вот когда люди работают, вот, там типа вот как аэропорт, да, завод, где по графикам работают, по сменам, скажем так. В принципе, как вариант, она может так показывать, что если никаких глобальных изменений у вас не предвидится, да, то просто она говорит, ну, возможно, как-то вам придется работать вот какими-то циклами, скажем так. Для кого-то может так проиграться. Я вам говорю все варианты, да. Если я не назвала, да, какой-то вариант, ну, я не знаю, значит, тут нету информации для вас.
Поэтому, ну, это очень серьезный шанс. Этот шанс нужно не упустить, понимаете? Это вот тот шанс, который дается крайне редко человеку. Поэтому вот не упустите его. Все внимательно слушайте, да, что вам предлагают. 100 раз проверяйте, обдумывайте, да, то есть здесь какое-то будет серьезное предложение. И вам придется, да, принимать решение, потому что вот выбор, выбор, выбор. То есть здесь вам придется принимать решение. Хорошо, если мы смотрим на карту мир. Карта мир – это точка, это завершение цикла, да, потому что у нас идет 0 шут, он идет к 21-му старшему аркану, к миру, и потом все, да, цикл заканчивается, и опять все начинается с нуля, да, мы идем уже, только это уже следующая, как бы, следующий уровень развития. Поэтому здесь вот 21-й аркан говорит о том, что все, да, в этой работе, где вы работали, вы как бы поставите точку. Это вот прям, знаете, прям, не знаю, 100%, да, вероятности может быть. Это, ну, как вариант. Еще здесь, конечно, как вариант может быть какой-то абсолютный успех, да, то есть какое-то вот признание, понимаете, это какое-то открытие, может быть, вы сделаете на работе. Это, может быть, вы победите, да, в каком-то конкурсе важном, какое-то исследование, я не знаю, я ж не могу, да, как бы все перечислять, но вот что-то такое важное вы сделаете на работе, да, что-то очень важное. И вы получите награду, да, это вот какая-то премия, медаль, не знаю, там что угодно, какой-то сертификат, еще что-то. То есть это что подтвердит, что вы, скажем так, молодец, да. Это один из вариантов. Ну и, конечно, это хорошее новое начало. Это абсолютно все, когда начинается с нуля, заново. Здесь вам предоставят шанс, здесь вы, видимо, подумайте, и в конце, видимо, ближе вот уже к концу месяца вы решите, что да, я все-таки, да, займусь, начну все сначала, да, чем-то новым. Это вот новая идея, новое предприятие, не знаю, свой новый бизнес, какой-то новый проект, ну вот что-то прям новенькое. И для тех, кто ищет работу, тоже карта говорит. Две карты говорят о том, что это работа по призванию. То есть здесь вполне возможно вы начнете работать именно как раз на той работе, которая вам предназначена, для которой вы сюда пришли, да, в этой жизни. То есть это ваше, по вашему предназначению, скажем так. Это, кстати, очень легко всегда определить. Если вы чувствуете в работе, да, что вас как будто Вселенная посадила, да, на ладошку и несет вперед, да, то есть вот прям, ну, все легко получается, все развивается, растет, расширяется. Это говорит о том, что, значит, вы занимаетесь тем, чем должны. А если вы из года в год, понимаете, 1 год, 2, 3, проблемы, понятно, у нас у всех бывают, даже у тех, кто правильно все делает. Но если это длится постоянно, там год, 2, 3, 4, и все время какие-то препятствия, проблемы, да, там проволочки, ничего не получается, ничего не, то это говорит просто о том, что судьба постоянно вам ставит какие-то преграды и говорит, что ты не тем занимаешься, прекрати, да, прекрати, займись вот тем, чем должен заниматься. Поэтому тут вот стоит задуматься, да, а если у вас все хорошо складывается, да, ну, есть какие-то мелкие проблемки, но есть они легко решаемые, то карта говорит о том, что, значит, вы правильно выбрали свой путь, вы как бы все делаете верно. Поэтому тут вот очень легко определить, ваше призвание или нет. Хорошо, смотрим, как это отражается на ваших финансах. Выпала карта «Влюбленные». Карта «Влюбленные» говорит о том, что в финансах, что получать финансы вы будете, это будут не ваши заработанные деньги, да, очень вероятно, а это скорее финансы партнеров, да, то есть партнеров по бизнесу, да, каких-то деловых партнеров, не знаю, какие-то структуры вам могут давать деньги, ну, типа вот когда вы берете кредиты, да, там берете какие-то займы, то есть вот по этой карте все это идет. Это чужие деньги, да, там мужа, жены, мамы, не знаю, ребенка, еще кого-то, если у вас ребенок взрослый. То есть деньги к вам приходят от кого-то, да, и скорее всего, что вам их дадут на развитие какого-то вашего нового проекта. Вполне возможно, так, если у кого-то проиграется. И смотрите, как интересно, да, выпадает туз кубков во второй половине месяца. А туз кубков говорит о том, что а здесь уже ваши деньги, это прям прибыль, это прям когда уже мне всего хватает, тут даже через край льется, видите, то есть здесь вам, возможно, вы здесь что-то начнете, да, и у вас прям сразу начнет получаться, да, вы сразу уже какие-то деньги даже сможете в руках подержать, ну, как вариант, то есть здесь вот с деньгами все хорошо, это уже ваши деньги, и еще она показывает
Кубки — это эмоции, это всегда кто-то вам с эмоциями подарит какой-то подарок, презент, не знаю, там, сувенир, как угодно называйте, да. Смотрите, как это еще может быть. Вы здесь, может, что-то выиграете, да, по карте мир, ну, кому это актуально. Кто-то что-то закончит, какой-то проект, может быть, и вам может или начальник, да, или ваш там любимый человек вот подарит, да, по этому поводу какой-то подарок, скажем так. Так может проиграться. И тут же, видите, еще и эта карта показывает, что вы как бы признаетесь обществом, да, то есть вы что-то важное совершаете, и общество вам как бы, да, аплодирует, ну да, да, ты молодец, ты классный, да, классно, ты справился. Потом здесь вот несколько карт говорят о том, что что-то такое важное произойдет в этот период. И переходим мы к здоровью. И что мы видим тут в здоровье? Мы видим десяточку мечей, да, убитый человек 10 мечами. Ну, он как не убитый не по-настоящему, да, а понарошке, можно так сказать, но тем не менее. Ничего хорошего, да, в здоровье она как бы не сулит, скажем так. Это хроническая усталость, это и физическое, и моральное истощение, да, то есть это когда у человека уже вот нервный срыв может даже быть. Ну тут и понятно, да, тут если на работе такое происходит, когда все переворачивается с ног на голову, да, вот такие прям резкие перемены, плюс дома тут как бы не все устраивает, ну, конечно, тут и понятно, да, что эмоционально вас это выматывает, понимаете, а когда вы эмоционально вымотаны, у нас снижается иммунитет. Снижается иммунитет, вся зараза начинает к нам цепляться, понимаете? То есть оно же как паровозик, все тянется друг за другом. Поэтому здесь вот и прием антибиотиков по этой карте, и всякие переохлаждения, кровотечения, да, потому что ножи, пронизанный человек ножами. Опять же, порезы, всякие травмы могут быть. Опять же, проблемы вот со спиной, да, могут быть, потому что у него спина вся пронизана. В общем, проблем тут хватает, поэтому ваша задача следить за своим здоровьем, стараться, да, не переутомляться, не нервничать, да, ну, конечно, по возможности стараться не нервничать, потому что все проблемы проходят, да, рано или поздно, а здоровье вы свое только подпортите, потом вы его не восстановите. Поэтому здесь вот ваша задача по максимуму себя беречь в здоровье. Потому что, ну, в принципе, карта говорит, что это, знаете, когда десяточка, это уже тоже, это уже конец. То есть вашим страданиям подходит конец, наконец-то, да, то есть это уже вот, похоже, вы очень долго что-то тут делаете такое, не знаю, к чему-то готовили, что-то подготавливали, и уже вот очень себя выжаты как лимон, скажем так, физически. И вот смотрите, как интересно, да, как результат. Во вторую половину месяца выпадает король пентаклей. Король – это человек, да, то есть король – это врач. То есть похоже, что вы уже даже здесь будете обращаться к кому-то за какой-то помощью, да, потому что вы, ну, совсем себя, видимо, будете плохо чувствовать. И причем это врач такой, знаете, который берет, ну, приличные деньги, да, за свои услуги, но он и делает свою работу хорошо. Но как вариант, это может быть, это не обязательно, да, то есть это может быть, мы можем обращаться к косметологу, да, допустим, как вариант, это может быть массажист, это может быть стоматолог, не знаю, кто угодно, да, это может быть какие-то, не знаю, там, операции красоты, уколы красоты, да, то есть к мастеру, просто мы обращаемся к какому-то человеку, карта показывает. И вы вот точно будете обращаться к какому-то специалисту, который берет, как бы, скажем так, немало. Придется вам тут потратиться. Но тут у вас как бы есть, да, что потратить. Поэтому тут вот все хорошо. Я думаю, что состояние улучшится у вас уже вот к концу мая, да, станет немножечко получше у вас с нервами. И смотрите, совет от карт, да, от карт Ленорман. Вот смотрите, выпала, да, дорога, понимаете? Карта дорога всегда, развилка даже она называется, не дорога, развилка, она всегда говорит 100%. Вам придется принимать какое-то очень сложное решение. Вы будете как бы, да, стоять на перепутье вот двух дорог. Причем, видите, эти дороги, они одинаковые. Они в разных колодах разные. Где-то есть, бывает, широкая, узкая, да. А именно в этой колоде говорит о том, что вот эти возможности, они будут равноценны. То есть будет очень тяжело выбрать. Ну, придется выбирать, да, потому что тут и тут карта выбора. Придется выбирать, да, ничего тут не поделаешь. Поэтому вот ваша задача принять правильное решение, сделать правильный выбор. И, кстати, всегда правильный выбор очень легко делать. Его нужно делать сердцем, я вам так скажу, да, по этим картам. Нужно вот выбирать то, что
скажем так, более любимо, без чего вы не сможете жить. Вот представьте, да, себе, без чего вы не можете жить, вот то надо и выбрать. И смотрите, во вторую половину выпадает аист. Карта аиста – это всегда карта перемен, изменений, да, ну, в принципе, я и вижу, да, перемены, изменения, тут тоже перемены, изменения статуса, но еще она всегда говорит об отдыхе, да, о том, что нужно, причем об отдыхе всей семьей, видите, тут еще и два маленьких аистенка, нужно отдохнуть, однозначно, нужно куда-то поехать, поплыть, полететь, не знаю, поползти, вот как угодно. Но хотя бы на 2-3 дня нужно обязательно будет взять семью, да, взять семью. И вот, может быть, после того, как все что-то там закончится у вас, да, вот вы точку поставите, все, скажете, фу, слава богу, доделала, да, взять семью, с которой у вас конфликты, да, идут. И вот куда-то прямо уехать на 2-3 дня, да, не обязательно там куда-то лететь, можно просто куда-то поехать, и в своей стране найти много прекрасных мест, и вот где-то прям пару-тройку дней, да, вот отдохнуть. Поэтому, потому что тут вам нужно восстановить вот это состояние и восстановить отношения в семье, да, как-то вот помириться, скажем так. Поэтому здесь вот у меня для вас такая информация. Уже я вам наговорила целую кучу, так что благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.